Дальше идет Яджудж и Маджудж. Яджудж и Маджудж, в Коране о них говорится, да, то есть в суре Аль-Кахф и в некоторых других сурах. В некоторых других сурах, но довольно так подробно о них говорится в суре Аль-Кахф. О том, что это два народа, человеческих народов. То есть это не какие-то там существа, да, какие-то странные существа или инопланетные существа, или там какие-то... Это люди. Да, в суре Кахф в конце, эта сура состоит из нескольких рассказов, в конце идет рассказ про Зуль-Карнейна, да, про Зуль-Карнейна, двурогого. Это тоже человек, почему называется в Коране он двурогий, тоже есть толкование. Во многих тафсирах пишется двурогий, потому что у него был шлем с двумя рогами, да, шлем с двумя рогами он надевал, поэтому называют его двурогим. Но это тоже толкование. А в Коране ничего конкретно об этом не говорится, просто говорится Зуль-Карнейн, то есть двурогий, обладатель двух рогов. Понятно, что это не человек с двумя рогами, а это либо образный какой-то здесь, да, смысл, либо имеется в виду буквально, что у него шлем с двумя рогами, или что-то вроде этого. Но это не важно, эта деталь не важна. Важно то, что Аллах Субхану ва Тааля рассказывает, что он, когда шел в своем долгом пути, походе, встретил народы, которые жаловались ему, да, на Яджудж и Маджудж. То есть жаловались на эти два племени, которые нападали, творили зло, проливали кровь, убивали, да, грабили и так далее. И попросили их, Зуль-Карнейна, защитить их от Яджуджа и Маджуджа. И в Коране рассказывается о том, что он построил, то есть какую-то великую стену, использовал для этого разные твердые материалы, и тем самым преградил путь Яджуджу и Маджуджу, преградил им путь, и эта стена потом не позволяла им нападать на соседей и там совершать свое зло и преступление. А в хадисах пророка, алейхиссалату вассалям, тоже о них рассказывается, о том, что они выйдут, это будут два великих племени, они будут идти по земле, захватывать, завоевывать, убивать, грабить, проливать кровь, это будут огромные народы. В одном из хадисов говорится, что когда первые из них придут к какому-то большому озеру или морю даже, да, скорее всего там имеется в виду какое-то большое озеро, потому что слово бахар в арабском языке не обозначает именно море, то есть что там соленая вода, да, а это в принципе, то есть большой водоем, да, то есть может быть размерами как море, но с пресной водой, то есть слово бахар не обозначает, да, именно пресный или соленый и так далее. Но в любом случае, то есть говорится о том, что когда эти племена будут идти, или их армии, они будут до дна выпивать огромные озера, да, то есть это уже говорит о том, какое у них будет количество. То есть это будут вот такие вот два племени, которые пойдут по земле, они выйдут в мир. Существуют они сейчас, то есть они сейчас существуют однозначно, но это один из тех народов, которые мы с вами знаем, который сейчас вот, да, или этот народ, как в одном из хадисов говорится, что Пророк ﷺ говорит, да, что вот та стена, которую построил, да, Зуль-Карнейн, какая-то, да, стена, а в некоторые толкуют это просто как какая-то скала, что каждый день они ее что, пытаются прорубить, да, и говорят, и когда остается совсем чуть-чуть, уходят, говорят, завтра доделаем, завтра уже пробьем ее, выйдем. Потом они возвращаются, эта стена опять становится какой? Возвращается такой, какая она была, стена или скала там, да? Потом они опять ее пытаются прорубить, да? Остается, когда чуть-чуть, говорят, завтра доделаем. И так, из года в год, из века в век, они никак не могут эту стену пробить. И Пророк ﷺ в хадисе говорит, что один раз, когда останется совсем чуть-чуть, они скажут: завтра, иншааллах, завтра, если Аллаху будет угодно, мы эту стену что? Добьем. И завтра они придут и пробивают эту стену, и тогда они выходят и начинают свою эту вот агрессию, да, завоевание мира, убивают всех подряд, то есть идут и не оставляют на своем пути никого из живых, ни людей, ни животных, как описывает их пророк ﷺ, ни людей, ни животных. До тех пор, как говорит пророк ﷺ в одном из хадисов, они убьют все живое на той территории, которую захватят, и скажут, что мы убили всех, кто на земле, теперь пора убивать тех, кто на небе, и начнут стрелять в небо, да, то есть тем самым делая вызов самому Аллаху Субхану ва Тааля. Но тогда Аллах пошлет на них бедствие,
ну, в хадисе говорится о каком-то типа червь какой-то, да, или... Опять же говорю вам, то есть арабский язык настолько богатый, что слова, которые Пророк саллаллаху алейхи ва саллям использует, они могут по-разному быть истолкованы. Кто-то их толкует там инфекцию какую-то, болезнь какую-то, или каких-то насекомых, или какие-то, не знаю, там микроскопические существа. Аллах, то есть в любом случае нас это не особо должно интересовать. Да, то есть, почему? Потому что некоторые слова пророка Мухаммада могут быть по-разному истолкованы, но это не сама суть. Суть, что Аллах Субхану ва Тааля пошлет на них погибель. И они все поголовно вымрут, эти два племени, Яджудж и Маджудж, после того, как завоюют огромные территории и убьют все живое на земле. Аллах Субхану ва Тааля пошлет им погибель и уничтожит. Но опять же, возвращаясь вот к их началу, да, где эти народы? Что это за народы? В некоторых тафсирах пишут, одни пишут, это китайцы, другие пишут, это монголы, третьи пишут, да, там это еще кто-то, татары, я не знаю, там, да. Например, это все больше толкование человека, который он берет из своего мировоззрения. То есть, например, в некоторых тафсирах это авторитетные толкования Корана, это авторитетные ученые. Но они писали конкретно, это монголы-татары. Почему? Это мусульмане, говорю, про мусульман. То есть, монголы и татары, до того, как они были язычниками, откуда это взяли, когда монголы, армия там состояла из разных национальностей, но империя Золотая Орда была как бы у власти, там были монгольские роды, да, и командиры или высшее военное руководство были из монгольских родов. И когда они пришли в мусульманские земли, Ирак, Сирия, да, там, Иордания, мы знаем, они очень многих мусульман убили, пролили очень много крови, захватили, когда Багдад говорят, они Багдад взяли, там много суток они оставались там, только вырезали все население, там за несколько дней, там историки разные рассказывают, 70-80 тысяч буквально за несколько дней уничтожили, там буквально все стерли с лица земли. И, конечно, некоторые толкователи, некоторые из мусульманских ученых под влиянием вот этого, да, шока, да, такого, что как это люди пришли, всех женщин, детей, всех подряд вырезают. По крайней мере, так и рассказывается, да, во многих исторических источниках. Многие сказали, это вот они Яджудж-Маджудж. Вот они уже пришли, Яджудж-Маджудж пришли, и все. Приближается конец света. Но это все толкование, которое не имеет доказательств. Поэтому на сегодняшний день мы не можем, на самом деле, твердо сказать, Яджудж и Маджудж, где они, что это за народы. Но известно, что это племена, два племени, два народа. Они сейчас есть на земле, и каким-то образом они пойдут потом по земле убивать всех, уничтожать. Например, в хадисе пророка, алейхиссалям, когда говорится, что они каждый день пытаются пробить стену или эту скалу. Это в буквальном смысле стена или скала. Или это в каком-то переносном смысле, да, образно стена или скала. Мы не можем этого сказать. Это и то толкование возможно. В любом случае, можно сказать с уверенностью, когда они появятся и пойдут, может быть, они сейчас есть, но они еще этого не делают, может быть. То есть, опять же, говорю, это все толкование, но в любом случае это будет очень великим предзнаменованием. Все-таки, если говорить по времени, если изучить, сравнить хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, то у нас примерно вырисовывается порядок. То есть, сначала Даджал, Махди, Аиса, и потом Яджудж и Маджудж.